Баршаңызға сәлем. Қазақ информ арнасына қош келдіңіздер. Өткен постта айтқанымдай ақырғы бейнеролигіме талай арыздар түсіп, арнам 2 жұмалық банға ұшырау менен YouTube желісі жаңа бейнеролик шығаруға тыйым салған. Осы уақыттың ішінде елімізде көптеген жаңалықтар туындады. Оларды еске алып, әлемде болып жатқан оқиғаларға назар аударып, қысқаша талқылайық. Как я и сказал выше, за время нашего 2-недельного отсутствия в стране произошло много интересного, но останавливаться на всем подробно нет смысла. Всем и так уже все известно, особенно про драчунов на парковке, на которых уже всем насрать! Поэтому мы сначала озвучим то, что происходило у наших величавых соседей. В 18 марта на стадионе Лужники Дедушка Мороз Путин вновь заговорил о каких-то территориальных подарочках, раздаренных русскими бывшим советским республикам. Все готово и все в сборе. Тебя не хватает, тебя не хватает. И это несмотря на то, что за день до этого министр обороны Российской Федерации Шойгу в интервью журналистке Тенгри Ньюс сказал, что у России к Казахстану никаких территориальных претензий нет. В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, по непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства. Полный бред. Иначе как шуткой это назвать невозможно. Но хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, но мы никогда не согласимся только с одним, чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано. Все вы помните, что это уже далеко не первые нападки в адрес Казахстана со стороны Кремля. Вслед за одним любителем мальчиков, оскорбившим нашу страну, выскочил еще один с лишней хромосомой. Показалось, что очень важно, чтобы ДК на Большом Селе представляло из себя место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьей. Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, например, вместе собравшись. Почему только мужчины? Вместе интереснее, чем дома смотреть. Вот. Нет, вместе интереснее, почему только с мужчинами? Почему только мужчины? Если Владимир Путин завуалированно направлял свои сообщения в адрес Украины и Казахстана, то бывший министр культуры Владимир Мединский пошел еще дальше, добавив туда еще и Беларусь. Теперь уже Песков вышел на защиту Мединского, включив дурачка, мол, на повестке у Кремля нет подобных вопросов. Это всего лишь недоразумение. Ладно, хватит с нас этих клоунов. Есть события поважнее. 31 марта в Казахстане, пусть пока в онлайн-формате, однако произошло по-настоящему знаковое событие. Касым-Жомарт Токаев объявил об открытии саммита тюркских государств, столицей которого был провозглашен священный для всех тюрков город Туркестан. Давайте еще раз его послушаем. 1992 жылы Анкарада өткен алғашқы басқосуда елбасы түркі елдерінің басшылары бұдан былай киелі Түркістанда кездесіп тұрады деп айтқан. Түркістан барлық түркі халықтары үшін қастерлі қара шаңырақ, құтты мекен және аңсарлы атажұрт. Түркі өркениетін жаңғыртуды ең алдымен ясауи мұрасы мен қасиетті Түркістанды әлемге танытудан бастауға шақырамыз.
елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Түркістан қаласы түбегейлі өзгеріп, жаңа келбетке ие болды. Это действительно огромный шаг в стремлении к интеграции с братскими народами. А для нас это весьма важный момент, особенно в окружении таких неугомонных соседей. Помимо Турции, Азербайджана, стран Центральной и Средней Азии, наблюдателем выступает Венгрия. Даже был слушок, что и Украина также в качестве наблюдателя желала стать членом данной организации. Но пока им не до того. А список, я уверен, будет расширяться. Ведь это взаимовыгодное сотрудничество как в культурном, так и в экономическом плане. Ну а создание в будущем военного блока, мысль о котором приводит в трепет наших северных соседей, станет по-настоящему историческим событием. Кстати, видео о Великом Туране уже у нас есть на канале. Подсказка у вас на экранах. Ну и последняя на сегодня тема, но не менее важная, это очередное переименование улиц в городе Павлодар. 3 апреля прошли все городские слушания по данному вопросу, который вызвал нешуточный резонанс. Пророссийски настроенное население, естественно, сокрушаясь, оскорбляло казахов самыми гнусными и мерзкими словами, обвиняло городские власти во всех смертных грехах, что к Зуму подключиться было невозможно, что это очередное отмывание средств, никому не нужная трата денег и все в таком духе. Бомбеж был просто дичайший. А катализатором разжигания межнациональной розни стали павлодарские инстаграм-паблики. Ну а самым активным среди них, впрочем, как и всегда, стал паблик Типавло, самый настоящий рассадник шовинистической нечисти, в котором немалое количество подписчиков составляют россияне. Ассаламу алейкум, казах елі. Павлодар, всем привет. В последнее время бурно обсуждается переименование некоторых улиц, наименования которых устарели с идеологической точки зрения. И это очень правильно, потому что мы должны возвышать свою историю и присваивать эти улицы своим великим предкам. И мы заметили одно, что идет массовая атака фейковых аккаунтов. И предполагаем, что большинство из них даже не зарегистрированы на территории Республики Казахстан. Поэтому мы не должны брать во внимание эти фейковые аккаунты. Я уверен, что мы идем в верном направлении. Жаңа көшелер құтты болсын. Я вот сейчас иду по улице Бөгенбая Батыра, будущая, и в скором времени уже бывшая улица Теплова. Қазақта сөз бар, иттің үргені бұлтқа әсер етпеу керек. Біз бұлт секілді, тау секілді биікте болайық. Жаса Павлодар, көшелер құтты болсын. Но как бы там ни было, решение уже принято, и 30 улиц будут переименованы, и это далеко не предел. А мы, сторонники деколонизации, ждем скорейшего переименования самого города. Ведь форпост Коряковский, ставший впоследствии заштатным городком, служил базой всех вторжений российских разбойников в казахские земли, что впоследствии привело к заселению наших северных рубежей инородцами, цельной оравой хлынувшими сюда после отмены крепостного права в России в 1861 году, когда помещичьи землевладельцы не пожелали мириться с требованиями только что освободившихся от рабства крестьян о выделении им земельных участков. Так что носить такое название нашему городу просто кощунство. Тем более, когда у нас для этого есть куда более достойные и древние названия. Все эти темы достойны особого внимания и детального разбора. Но пока на сегодня это все. Так что всем, кому понравилось данное видео, ставьте палец вверх, делитесь им с друзьями, помогайте моему каналу финансово и не забывайте оформлять подписку. Назарларыңызға рахмет, келесі бейнероликтерде көріскенше. Сау болыңыздар.